Всем здравия! В самом начале ролика обозначу цель моего движения. Движусь я по пути шамана Александра Прокопьевича Габышева к народовластию. Основная цель движения – достижение того самого народовластия. О себе на учете у психолога, у психиатра, нарколога не состою. Судим, не сидел, судимости погашены. Ну а теперь о маргарине на дорогах. Весь этот маргарин начался в прошлом году с коммунистически подкованного дяди Саши, который двигался непонятно на чем, и с телегой, и на велосипеде. В итоге на попутках добрался до города Красноярск, где сказал, что разочаровался в людях и удалился. Но это нормально для коммунистов, они привыкли лгать. Ложь заключается в чем? Движение не то что с транспарантом на телеге, а даже вот с этим флагом. Довольно затруднительно в очень ветреную погоду. По поводу разочарования. Дима, гитарист, ко мне когда приходил в прошлом году, примерно так же быстро поделил людей. Плохие, хорошие. Хорошие те, кто останавливается и помогает. Плохие те, кто проезжает мимо. Для меня, как и для шамана, все люди хорошие. Только у нас методы разные. Вразумление. Я предпочитаю шоковую терапию. В данной ситуации это более действенный метод. Настолько сознание людей загажено разными учениями, идеологиями, религией. Второй маргарин. Как он себя отождествляет, христианин. Мансуров из Казахстана. Проскочил, как Микки Маус, до города Москвы. В течение похода не говорил ничего, ссылаясь на то, что, мол, всем и так все понятно. По возвращении на родину голос прорезался. Во-первых, до Москвы не дошел, крест на дороге бросил, крест подвезли, самого подвезли. Там вообще клинический случай. Он уже опроверг закон всемирного тяготения, причем доказал, что просто космос равномерно, неравномерно давит на все поверхности, на все планеты. Только это давление почему-то неравномерно, опять же, на разных планетах разное давление, на орбитальных станциях вообще земного притяжения нет. Это бесноватый кликуша. Судя по его словам, Бог, его Бог, настолько кровожаден, роняет самолетики, чтобы Мансуров показал, что его слова верны. То есть гибнут ни в чем не повинные люди, происходит катастрофа. Причиной всего то, что сейчас происходит на Земле, является само человечество. Независимо от страны, цвета кожи, разреза глаз. Я вам сразу сказочку расскажу. Многие кричат там: победа света над тьмой, победа тьмы над светом. Ее не будет. Будет баланс. Потому что Всевышний, та энергия, она не имеет полярности. Она лишь создает. А то, какой заряд кто возьмет, решают сами.
люди, боги. Даже ребенок в утробе матери по половому признаку формируется на последних неделях. То же самое происходит и с человеком. Мы рождаемся, появляемся на свет абсолютно чистыми. А в процессе жизни мы уже приобретаем полярность. Белое или черное, плюс или минус. Все это зависит от нашего окружения напрямую. Нас всю жизнь чему-то учат. В школе, дома. А я не принимаю ни одно учение на веру. На безоглядную веру. У меня есть мозг. И я размышляю между с вами. Константин Нижегородский. Привет. Так вот, Костя, дальнобойщик, сказал: не слушайте тех, кто знает, как надо, как говорит, как надо. Слушайте тех, кто говорит, как не надо. Перестаньте писать хвалебные комментарии. Я устойчив к лести, но это немного мешает нашему общему делу. Пожелания дороги и погоды я принимаю с благодарностью. Мысль материальна. Все остальное, просто лишнее. Какое-то восхваление моей мудрости. Я учусь вместе с вами. Учусь при общении с каждым человеком на трассе. А их, поверьте мне, неимоверное количество. Только ситуация сейчас сложилась так, что я не снимаю этих людей. У меня сейчас, не могу сказать, что довольно тяжелая ситуация. Нормально. Нормально. За все в жизни нужно платить. Сейчас я нахожусь в городе Челябинск, где здесь от местного ФСБ уже поступали угрозы. Угрозы передавал член законодательного собрания от партии СР Павлик. Не знаю его фамилии, мне не интересно. Достаточно его принадлежность к левой партии народной. И достаточно того, что он сделал. Вот вы думаете, за кем вы идете, куда вы идете. Угрозы были такого плана. Без телеги я могу находиться в городе Челябинск, вернее прийти в него. С телегой либо на меня повесят бомжа с проломленной головой. Бомжи, берегите головы. Хулиганы. Это ведь будет не один человек. Подумайте, вам не жалко своего друга? Одного-то я уж точно зацеплю. И движение, неаккуратное движение водителей. Это все. И о крайнем маргарине. Это бубен шамана. Ничего вразумительного по поводу движения он так и не сказал. Периодически вспоминая. Шаман, в принципе, как и многие блогеры, когда движение было на слуху, и о нем говорили из каждого утюга, многие непременно хотели упомянуть имя шамана, либо ставили слово «шаман» в заголовке своих роликов, собирая подписчиков, раскручивая свои каналы. То есть идет развитие своих подидей на общие идеи шамана, пути к народовластию, призыва к радикальным действиям не было. Его не было у шамана, нет и у меня. Повторяю, все дело в вашем
разуме, в вашей разумности, ваших решений. Меня прошу не отождествлять и уж тем более не ставить знак равно между всеми этими движущимися либо революционерами из моей родной республики, города Улан-Удэ. К ним я никакого отношения не имею. Идеи у нас разные. У них есть конкретные вожаки и лидеры. То, чем занимались они, это легко узнать. Москва город маленький, а уж Улан-Удэ-то еще меньше. Люди имеют свойство говорить, разговаривать. Кто-то что-то видел, кто-то что-то слышал. Но я никогда не опираюсь на одни лишь только слухи. Я узнаю и делаю выводы. По мне, вот честный плохой, откровенно плохой, он гораздо честнее. Вот ворона, он плохой. Но ты знаешь, от чего от него ждать. Ядросы, они плохие. И ты знаешь, чего от них ждать. А от этих можно ждать чего угодно. Это коротко. И так слишком длинно. Ситуация вынуждает становиться блогером. А я этого не хочу. Всем всех благ. Слава роду. Уруй. Айхал.